Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Радия Хабирова по Уфе. Вместе с Ради Фаритовичем в этот день мы уже побывали в сквере «Птицы» в микрорайоне Сипайлово и в парке лесоводов в Зеленой Роще. В 2019 году Ради Хабиров инициировал программу «Башкирские дворики». Она жителям понравилась, что называется, зашла. Но есть недостатки, контроль за качеством работ. Поэтому Ради Хабиров довольно часто сам лично ездит по башкирским дворикам. В принципе, здесь практически у нас получился комплекс. То есть вот эти дома, которые попали в программу «Башкирские дворики», значит, они у нас и по подъездам были. Как двор был, убитый был, да? Вообще, сейчас мы покажем, Ради Фаридович. Здесь вот старшие по домам есть и, в принципе, паспорт с учетом фотографий, как было. Общая площадь 7000 под асфальт, которую полностью заменили. 3000 тротуары. Травку-то постелили? Да. Мы его еще в процессе. То есть у нас осталась здесь резина. А вы еще не сдали? Да? Нет. У нас 8 числа праздник двора объявлен полностью. Здесь вот жителями пообщались. Вот это, да, был? О, да. Здравствуйте. В принципе. Здравствуйте. Вот примерно такая ситуация была. Такая была. Вот он двор был. Значит, здесь практически тротуар отсутствовал. Парковки не было. Значит, стояли все на газонах. Вот он был. Ужасно. Здесь вот он был, да. То есть вот такая ситуация. Вот комплекс какой, в принципе. А мы где стоим? Мы сейчас, получается, стоим вот здесь. Вот на этой площадке стоим. Да. А вы еще мы сейчас сюда хотели показать, вот как получилось все это дело. Туда еще, да? А когда это? Начало 22 апреля. 1 сентября. 1 сентября. Сюда успеваем. Здравствуйте. Ну, работу приняли, нет? Очень даже. Нормально? Хорошая работа. Нравится. Деревья только подсадить надо немножко, да? 65-го года я тут живу. Кустарники немножко подсадить. Сейчас лучше стало. Дети войны? Вот жива еще. А удостоверение-то вручили вам? Да, принесли домой. Вот так, хорошо. Вы на нас только не обижайтесь, там по закону каждый год мы будем маленькую там какую-то выплату делать, но сейчас в больницах наведем порядок, чтобы вы без очереди туда попадали. В доме ремонт подъездов сделали? Да. Ну это делали, ну я не знаю когда, но у нас чистенько, хорошо. А вот здесь вот когда делали? Не знаю. У нас 12, 14, 16 дома делали в прошлом году. Да, прошлый год, сейчас можно сделать. А вот здесь вот лифты поменяли? Да, лифты меняли, нормально. Хорошо, да. Такие удобные, хорошие. Хотя я не пользуюсь, я живу на 2-м этаже. Но вам удобно еще в парк сюда ходить рядышком, да? Очень. Гуляете в парке, нет? Гуляем. Гуляете? А как же? Вы знаете, говорю, дожить до 80 лет и видеть такую красоту, что я еще живу, я вижу. Это такая красота. Парк ходим, парк какой. Все парк красиво, какой красивый. Настолько все красиво. Просто благодарна вам. Ладно, я очень рад, что вам понравилось. Мы вот эту программу будем делать. Да. Так хорошо делают, так быстро все сделали. Ну а сами потом подсадите еще, каждый год можете подсаживать. Вот это уже высадили, Ради Фаридович? Да, но поливать только надо. Да. А здесь когда сделаете мягкое? Завтра оно же все будет мягкое, да? Все, эта площадка в резиновом покрытии, и воркаут будет в резиновом покрытии. Молодец. Транспорт здесь ходит, автобусная остановка здесь, да? Да, здесь, в принципе, улица Орджоникидзе практически, здесь вот остановка здесь рядом. А дальше какие планы? Вот туда идти, да? Мы заявляемся дальше туда. А тот двор сделан? Тот нет, не сделан. То есть вот это забор что ограждает? Это здесь техникум заканчивает благоустройство и все будет снимать. То есть у них все это после ремонта. Ну ладно. Детям есть где гулять? Да, спасибо. Ну ладно, пусть гуляют. Сами не болейте. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Здесь у нас до ремонта было 37 парковочных. Разметки здесь? Это все будет. Все, разметка, все это мы донесем. Тут большая парковочная площадка получилась. Да, 37 было парковок, сейчас у нас 200. А это тоже вот это тоже парковка, да. То есть это вот практически весь комплекс. Он вошел, полностью примыкает к парку. Значит, здравствуйте, ребят. Так. Декоративная штукатурка в виде барашка сделана. А вот это же такое?
у нас... Вот вы так и не научитесь все-таки это закрывать, да? Да. А окна заменили, да? Заменили окна. А короба кто закрывает? Это вот кто делает, по идее? Кто должен делать? Провайдеры. Ну вот это же плохо сделано. Надо разобраться, другие стандарты сделать, приемки. Не, мы все заставляем закатывать, Ради Фрич. Конечно, это же всех уфаны, это все, мы их заставляем закатывать все в этот. А цвет они сами выбирали? Цвет, да, жители сами все это выбирают. Цвет и вид побелки выбирают жители. Ради Фрич, вам не очень понравилось? Мне совсем не понравилось. Почему? Я в понедельник об этом буду говорить. Ну, вы же сами видели, некрасиво это. Сколько подъезд стоит этот вот ремонт? В прошлом году 390. Это стандартные подъезды. В текущем то, что нестандартные подъезды, где-то... Не, ну подожди, вот 390. И вот я там не вижу 390. Ну просто не вижу. Разбирайтесь, я буду разбираться. Все понятно, шеф. Парк нефтехимиков – еще один пункт в рабочей поездке по Уфе Ради Хабирова. Для жителей Орджоникидзевского района он много значит. С одной стороны, красивый, уютный, а с другой – парк нужно реконструировать. Парк был основан в 1948 году. Это был крупнейший парк в городе. Сколько гектар-то все-таки выяснили? 10 гектар. Ну небольшой 10 гектар. Но с прилегающей территории получается 20, потому что вот эти скверы, вот этот сквер, бульвар, стадион строителей. Вот. Когда эту территорию всю берем, Ради Фрич, там получится территория в 3 раза больше, чем 10 гектар. А это вот что? Это гимнастический зал, это объект культурного наследия. Сейчас мы его отремонтировали и возобновятся с 1 сентября. Снаружи он страшный. Нет, контракт у вас только заключен, вы в этом году его будете реконструировать полностью. Да. Ну сейчас начнут заниматься уже дети. Здравствуйте. Вообще парк очень востребован. И в коммерческой части, особенно где были аттракционы, он сейчас в упадке полностью. И у жителей потребность есть именно, чтобы и аттракционы оставили, ну, новые, конечно, поставили, и зону отдыха сделали, и большая нагрузка на спорт. Парк очень востребован, жители любят свой парк. Сильно хотим, чтобы вы помогли отремонтировать нам парк. Очень хотелось. Здравствуйте. Здесь столько народу бывает вечерами. Пенсионеры приходят, мамочки приходят с детьми сюда. Дети выросли. Я хотим отремонтировать его. Весь парк весь разломали, и даже с детьми негде. Мы ходим вот на машинку, там благо отремонтировали парк, там вот хорошо, там мы туда ходим гулять. На Первомайске мы сделали, да. Первомайский, да. Мы так гордились, что это был Парк Победы. Название сменили, да, этот кинотеатр Победы, Парк Победы, еще вот после войны все здесь создавалось. Слушайте, парк, сейчас фонтан уже сколько лет тоже не работает. Да. Не работает. А там какой был тоже там этот кинотеатр очень хороший. А фонтан в каком состоянии? Вы, наверное, обратили внимание, да. Народ собирается, пиво там пьет. Но ведь в парке Первомайском никто не позволит себе пиво пить, потому что там статусный парк. Там никто не сидит, там в основном все дети гуляют, там очень здорово даже. Мы ходим туда только с детьми погулять. Вообще никак не погулять нам. У нас план есть свой, мы его выполним. Мы к 450-летию Уфы в подавляющем большинстве парков, включая этот парк, мы наведем порядок. Поэтому у меня в планах было, откровенно вам скажу, зайти сюда в 23-м году. В 23-м году. Но боюсь, что, вернее, вот посмотрев, мы попробуем, посчитаем деньги, это же все в деньги упирается, попробуем, чтобы уже, его 2 года будем делать, чтобы вы понимали, 2 года здесь будет работать. За раз мы Первомайский же тоже 2 года делали. И вы готовы ждать? Вот Кашкадан мы сейчас делаем уже, Кашкадан вообще 2,5 года, потому что хороший парк быстро не делается. Следующим летом здесь все перевернем, как говорится. С вами в этом году, наверное, вот сейчас вот Сергей Николаевич
публичное слушание проведете, соберете людей, заранее объявите в удобное время, вот, чтобы услышали, что люди хотят. Потому что а то мы придем, может быть, мы так хотим, а вы по-другому хотите. По-разному бывает. Мы можем уже сейчас сказать, что мы хотим. Радий Фаритович, мы прежде всего вас хотели поблагодарить главу нашего города и главу администрации Орджоникидзевского района за то, что выделили деньги на спортивную школу номер 26. Она прямо на строительство нашей школы. Она прямо за вашей спиной. Здесь занимаются девочки художественной гимнастикой. Там когда работа начнется у вас? Когда работа? На следующей неделе отторговали, да. Сколько денег заложили? 24 миллиона. Внутри только или фасад будете? И фасад, и крыша. С крышей начнем, Радий Фаритович, и внутри капитальный ремонт. Здорово, если вот вообще этот парк стал не просто центром отдыха, но и спортивной подготовки. Я сама работаю в сфере социальной, и я очень много знаю здесь детей, которые здесь живут и занимаются. А что хотите здесь спортивно, например? Ну, чтобы это было беговые дорожки, потому что в прекрасную, хорошую погоду мы вышли из спортивного зала и занимались здесь. Вот даже на примере парка Первомайский, да, там прекрасно, дети там круглосуточно, можно сказать, да, они отдыхают до 12 часов, они не занимаются ничем просто, они занимаются спортом, да, играют в футбол, бегают, катаются, они поют песни. В этом парке этого никогда не было. И нам здесь, в Черниковке, не хватает таких парков, чтобы дети здесь собирались разновозрастные поколения, от стар до малого. Ну, то есть обязательно спортивная зона какой-то, да. Большую детскую площадку. Здесь культура. Да. Мы же здесь еще будем дальше строить. А территория это очень удобная тем. Всю зелень не надо убирать. Мы зелень вообще не тронем. Каждое дерево, которое, если вдруг оно будет на коммуникации, с вами будет согласовываться, и каждое дерево. Мы поэтому очень много внимания Черниковке уделяем. Вот именно здесь люди трудовые живут, и вот мы хотели, вот чтобы вы понимали, самый дорогой парк в Уфе, который мы сделали, это в Первомайске. Мы туда очень много вложили, просто хотели показать, какие должны быть парки. Минимально вторгаемся в природу. Дорожки, освещение, спортивный блок, нормальное сиденье, значит, детскую большую площадку, конечно, для пожилых людей какие-то зоны, вот, где они могли, вот в Первомайском тоже, и газон нормальный, ну, вот, видеонаблюдение, безусловно, чтобы было, вот, не было, и вот, мне кажется, вот так сделать, ну, 2 года, то есть, Сергей Николаевич, значит, начинаете проектировать сейчас, так? Заложим денег небольшие на проектирование. Отторгуетесь весной, летом зашли сюда, перевернули, пока отцепили. Людей надо собрать, ну, потому что тут еще... Сколько у вас живет в районе? 120, да? 170 тысяч. Всех предупредить, что на это время. И, конечно, вот это вот, а вот эту часть в граните надо будет. Это вторую очередь сделаем. Там же у вас фонтан был, да, получается? Да. Надо... А что-то? Там мозаика сейчас очень красивая. Она упала? Ну там не... Ну попробуем, если реставрацию можно сделать, мы сделаем реставрацию. Реставрацию надо сделать и восстановить. Да. Мы вот это все с советского периода стараемся не трогать. Мы почему, когда вот дубки делали, этих журавлей, мы их просто отреставрировали, потому что это вот, ну, наша молодость, по сути. А стадион строитель когда? Чтобы пустили парк Гастелло. Там такое творится. А нам вот выйти и посидеть негде. Давайте вот мы сделаем так. Вот я сейчас специально... Уходите от нас. Я не ухожу от вас, ни в коем случае. Я вот сейчас как раз сегодня хочу окончательно для себя понять, что мы делаем. Вот точно так же я был в Деме, да, бедная Дема, там парк, который сделали, я не знаю, в каком году Деме сделали, там 70-е, 60-е годы. Вот мы в Деме будем делать в этом году, начнем здесь. Потом, значит, нам нужно обязательно... И вот я не знаю, как, вот, кстати, с вами тоже интересно подумать. Одни говорят надо, другие не надо. Вот наш парк Ленина, вот, который к Белому дому примыкает, но он тоже уже старый, там вот, тоже туда хотим немножко сделать. Ну это видно, да, хорошо, что вот делается. Как человек от спорта. Но вот про дорожки говорим, дорожки это мало. Почему? Потому что вот это место, оно просто золотое, как бы для создания здесь зоны активного, такого здорового образа жизни. Ну, как вы говорили, вы знаете, вот сейчас очень популярный горный велосипед, маунтинбайк, скейтборды. Почему бы вот здесь вот не построить трассу BMX?
Здесь не получится. Я строил так для маунтинбайка. Я такое строил, а здесь не получится. Здесь не надо, здесь мы перегрузим парк, потому что это вот здесь спорт, да, мы договорились, спортивную часть, там воркауты, волейбольную, теннисную какую-то площадку. Найдем какую-то площадку, вот они вот пустые где-то. Главное, деревья рубить нельзя. Я как председатель Совета ветеранов района, я бы очень просил здесь создать или построить шахматно-шашечный клуб. Чтобы вот пенсионерам было где собраться, поиграть в шашки, в шахматы. Ну, естественно, чтобы теплое было помещение. Они сидят, шахматы играют. А раньше был павильон целый. Да? Летом. А зимой негде. Лето, а зимой негде. Шахматы? Но если здесь вот местечко найдем. Здесь есть пятна, где стоят. Если найдем какой-то павильон, сделаем. Там можно делать павильоны, где и шашки, и шахматы. Я почему, вот секрет открою, почему немножко увереннее сейчас. Вот я этот парк, ваш парк я знаю, и мне писали столько много и жаловались. Но я думал начать его, я говорю, в 23-м году. Но что произошло? У нас же не только Уфа есть, у нас есть Альтамак, есть и Бирск есть. Но так получилось, что мы участвовали в конкурсе, и 6 наших городов победило. Поэтому нам придут туда федеральные деньги. Поэтому какую-то часть денег я сейчас могу вот пустить в Уфу. Вот. Если нужна помощь, мы готовы приходить на субботники. Не надо, не надо. Ну, субботники нужны. Да. Субботники нужны. Это субботники. У нас же есть вот этот вот четверг санитарный. Это вот там. А здесь тут профессионалы должны работать. Мы хорошие руки, потому что тяп-ляп делать нельзя здесь. Здесь даже воздух сейчас вот чувствуете, какой хороший, да? Да. У меня здесь ребенок вот тренировался, когда вот, например, ну нельзя было, мы тихонечко приходили. Вот, ну спорт вещь такая, сами знаете, это продостаивать. Я вот честно вам скажу, я в Черниковку люблю сейчас приезжать, потому что много спортивных объектов строим, и парки сейчас делаем, я говорю, и, значит, во дворах у вас начали заходить ваши дворы, убитые же дворы, вот, поэтому все потихонечку сделаем. Вам хочется верить, давайте будем надеяться на лучшее, да? Я не обманываю, я что говорю, я делаю. Ладно, спасибо большое, мы пойдем посмотрим. Спасибо, всего доброго, до свидания. Здесь вот там зона аттракционов была, 5 таких аттракционов пользовались популярностью, но сейчас они, конечно, пришли в негодность, морально, физически устарели и подкосил прошлый год, Ради Фаридович. Мы не смогли в 2020 году их запустить, потому что, А вот это вот это объект культурного наследия, да, вот это здание? Вот это, но оно, Ради Фаридович, оно как, знаете, оно как на ВДНХ. Оно как на ВДНХ еще. Это был открытый кинотеатр в свое время, так и назывался кинотеатр «Ватан». Потом его под спортзал переоборудовали. Но вот сейчас начинается капремонт, Сергей Николаевич. Ну, нужно его именно в таком же виде восстанавливать. Последний раз асфальт ложили в 1988 году, подправляли дорожки. Да. Все это вот с него надо начинать. Ну, здесь есть уже готовые пятна, тут ничего сносить не надо. И на этих пятнах, пожалуйста, теннисный корт, волейбольная площадка. Там кафешка, здесь прокат велосипедов. Там. Ну, ужасно, конечно, здесь, да? Тут надо сажать. И тополя, клены, и елки есть. Слушайте, а может быть, вот вам уже в этом году посадить вот так вот сосны здесь маленькие, они подрастут уже. Вот надо сосны сюда сажать. Сделаем. Сорные деревья, все сорное. Вот с этой стороны сорные, а здесь вот и береза, и сосна, и дуб есть. Нет, деревьев здесь вообще мало. Вот жители вас попросили помочь с благоустройством этого парка. Есть перспектива? Это не благоустройство, тут надо, это называется реконструкция, потому что здесь все переделывать надо. Это, по сути, новый парк будем делать. Сохранив деревья, сохранив природную среду. Ну, будем делать. Да, будем делать. У меня это было в планах давно. Но не сформировавшийся до конца. Вы ехали сюда еще не с окончательным? Да, я хотел начинать его в 23-м году, честно говоря. Сейчас посмотрим, деньги посчитаем, но тем более людям, безобразие, конечно. Людям пообещали? В 22-м году, в следующем году начнем, на 2 этапа разделим, на 2 этапа. И в 23-м году осенью сдадим. Черниковке очень нужен этот парк. Конечно, тут в этом районе 170 тысяч человек живут, поэтому однозначно сюда будем делать. И тут и спортивные объекты есть. А воздух здесь какой красивый. Хотя Черниковка, говорят, да. Поэтому тут мы еще деревьев побольше. Тут где-то 500 деревьев крупномеров надо сажать. И тогда это будет хорошая история. Куда идем мы? А вот спортивный объект хочу посмотреть. Добрый день. Здравствуйте, Ради Фаридович. Добрый день. Директор 26-й спортивной школы Новцев Виталий Маркович. Да, очень приятно. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте.
А что здесь? Здесь спортивный зал, специализировался на художественной гимнастике. Серьезно? Мини-футбол и бадминтон у нас был. У нас здесь занималось практически 600 человек, детишек в этом районе. Здание 53-го года постройки. С 2014 года из-за аварийности мы здесь перестали заниматься. То есть сейчас здесь не занимаются? Не занимаются. С 2014 года стоит. И это предмет многочисленнейших обращений. Что здесь собираетесь делать? Ну, здесь уже запланировано. Что? Ну, рассказывайте. У нас был. Так. Кровля, фасад. А обследование стен сделали, по фундаменту, все нормально, да? Задефектовали, все посмотрели, да. То есть кровля, крыша? Ну, крыша, да, потолок, внутреннее электроснабжение, фасады. Полы хорошие, наверное, просто. Полы нормальные. Полы пришли, крыша стала течь. То есть вы хотите вот приступить и сделать? Мы на следующей неделе планируем выйти на строительно-монтажные работы. Сколько будете делать? Ноябрь включительно у нас по контракту. Ну, то есть до Нового года вы должны сделать. Пока дождей нету, надо крышу делать. Главное крышу сделать, да? Первым делом крыша, да? Да, первым делом крыша, да. А здесь еще есть залы какие-то или нет? Зала нет. Раздевалки только, да? Раздевалки. То есть вот ваше основное орудие, да? Да. По идее, должна там с утра до ночи работать. Да. Так? Есть детишки постоянно. Вот сейчас в школах зал не соответствует, в школах они низкие. Броски, все отрабатывают. Здесь идеально. Бадминтон, гимнастика. Художественная гимнастика и мини-футбол. А тренеров сохранили все? Да. Все есть, да? Надо делать, конечно. Готовили по 6-8 мастеров спорта даже по художественной гимнастике. Серьезно? Да, у меня хороший тренер. Вообще здорово. Была. Но, к сожалению, ушла. Ну, сейчас мы, часть детей, отсюда далеко ездить, вы правы. Мы же вот в Зеленой Роще, вернее, там на школе МВД достраиваем. Этот центр гимнастики были, там нет, видели? Да. Вот. Ну, отсюда ездить не будут, это вам здесь надо делать. А вы здесь как вот? Тут зеркала, наверное, опасно ставить, да? Ну, если только вот здесь хореографическую часть делать. Ладно, позовите тогда. Обещали же, сделаете. Позовите на открытие. Ладно, съездим. Вы коллектив, главное, сохраните. Коллектив сохраните. Сохраню. Ну, вот здесь вот раздевалки, душевые. Да? Да. Но здесь же тоже войдете, все сделаете, конечно, да? А фасад нет? И фасад. Фасад. Фасад тоже, да? Да. Все просчитано. Дубки-то работают? Отлично работают. Дети плескаются? Ой, для меня это прямо... А вечерами музыкальные приходит народ? Да, все в порядке. Да. Спасибо. А вот это нельзя сохранить, а? Это сохраним, обязательно конечно. сохранять. Сохраним, да? Конечно, Рафаэль. У нас же ремонт, Рафаэль, не реконструкция, поэтому все, что есть... Но это отциклевать каким-то образом. Какая красота. Рубанком снять и все отполировать. Вот умели делать, да? В каком году построили? 53-й. Вот смотрите, после войны что делали? Да, и дерево стоит, и... Я о чем говорю, после войны делали. Очень здорово. Ладно, до свидания, всего доброго.